Anları жила ма екен? Көрінмейлер? Көрінмейлер.
Бүтән кешелек килмей? 14 кеше ел алмадыңызмы? Җыелмый. Номерлар beyazdın mı? Нет. Bakalım Yolkun var. Написано. Написано запись gitmiş ha? Музафаров, Садрутдинов. Тоже Бараенко. Всем привет, дорогие зрители, любители футбола. Сегодня на этом прекрасном стадионе с прекрасным видом, как будто мы в Швейцарии, встречается команда Большак Елкын. Это принципиальная встреча, большаковское дерби, потому что команда ФК Большак уже легендарная команда с огромной историей, а против нее играют молодые ребята, которые воспитываются, обучаются в спортивной школе Елкын, тренером которых является один из игроков команды ФК Большак, который сегодня, к сожалению, не играет. Поэтому довольно-таки принципиальный матч, много интриг. Сегодня будет очень интересно. Буду вам рассказывать некоторые факты о обеих командах. Буду знакомить с игроками, выделять некоторых. Поэтому оставайтесь с нами. Если кто-то сейчас прямо уже смотрит прямую трансляцию, пишите комментарии, за кого вы будете болеть. Какие у вас прогнозы на этот матч, какие прогнозы на весь турнир. Потому что этот турнир шел все лето, и сейчас последний этап регулярного чемпионата. После этого начинается плей-офф. Турнир имени Мухаммедшина, который традиционно проходит каждый год. Очень крутая организация. Сегодня решающие матчи. И вот уже первый опасный момент команды Большак. Наступательное движение начинается с их стороны. Я прогнозирую, что команда Большак сегодня будет больше владеть мячом. Хотя с командами-лидерами для них это не совсем соответственно. Они больше играют вторым номером и очень хорошо играют на контратаках. Позволяет это делать хороший подбор нападающих, в том числе вот номер 23 Булат Гайфуддинов. Отлично играет на контратаках и тем самым реализует моменты. На обровке вы можете видеть как раз таки тренера, о котором я говорил. Это Ильнур Фазылов по прозвищу Никулин. Пока команда Елкын не может выйти из-под прессинга команды Большак, много ошибается. Но, несмотря на свой юный возраст, ребята очень хорошо владеют мячом, понимают футбол, играют чаще всего, конечно, снизу. И довольно-таки красивый футбол показывает. Тут уже первый момент. Можно поймать на ошибке. Рамис Шакиров первый удар наносит в этом матче. На месте Инсаф Музафаров, молодой вратарь, который не по годам опытен. И вообще вратарская линия команды Большак очень такая богатая. Инсаф Музафаров хоть и занимает первое место в вратарской линии, несмотря на это, легенда. Второй вратарь — это просто легенда команды Большак. Сегодня его тоже не видно. Вот первый опасный момент со стороны команды Большак, и уже гол забивают. Неожиданно на самом деле. Это номер
пока не видно номер. Я точно знаю, что его зовут Инсаф, и он стрижет. Он парикмахер, он барбершоп, номер 15. Забивает гол. Первая же атака. Самое главное сейчас не расклеиться команде Yelkin. Они вполне спокойно, хладнокровно играют, умеют играть снизу. Поэтому, как я и сказал, интриги в этом матче еще есть. Это молодые ребята, которые, скорее всего, в будущем попадут в основную команду. Некоторые из них. А чтобы попасть, обязательно нужно проявлять себя, нужно показывать свои лучшие качества. Это шанс для них. Поэтому не стоит говорить, что в этой игре уже все понятно. Для Большака эта игра, конечно же, более важна, чем для Yelkin. Yelkin уже не выходит в плей-офф, а Большак борется за третье место. Вот видите, как я и говорил, очень хладнокровно играет ФК Yelkin. Другие на их месте выбили бы мяч, а они пытаются снизу начинать свои атаки и выходить из обороны, хоть и пока у них это не получается. В любом случае, с такими сильными командами таким образом себя показывать, это уже достойно уважения. И идут в атаку, смотрите. Вторая атака ФК Yelkin, не хватило сейчас нападающего, который закончил бы этот момент. Игра хорошая, игра красивая, как и атмосфера, как и все виды на нашем стадионе Мухаммедшина. Поэтому чаще приходите болеть и смотреть футбол, он у нас очень интересный. Рамзиль Садрудинов будет бить, бьет. Казалось бы, мяч летит не в ворота, но вратарь решил подстраховаться и отпустить мяч на угловой. И угловой будет подавать Анвар Рахматуллин, номер 11. Тоже его стоит выделить. Это очень хороший игрок центра, очень качественный, техничный. Очень много молодых тоже футболистов у Большака, которые не по годам уже опытные, которые заигрывались уже очень давно и не дают уже все место ветеранам на поле. Спокойно Большак пытается мячом владеть, сохраняет его, успокаивает. Вот только сейчас выбивает Музафаров мяч. Снова Инсаф с мячом, который является автором первого гола. Счет у нас уже 1-0. Быстрый гол забивает. Снова ошибка. Но тут же вступает в отбор команды Yelkin, и все хорошо заканчивается. Вратарь пока на месте. Снова выбивает мяч. Там нужно бороться. Там Рамис Шакиров, уже бомбардир команды ФК Yelkin. Сегодня он играет на острие. Обычно это делал капитан команды Yelkin, которого сегодня нет, Дамир. Очень эксцентричный игрок. Но, к сожалению, его сегодня нет. Его сегодня очень будет не хватать команде Yelkin. Эмоций, импульса от него всегда исходит очень много. Несмотря на это, Yelkin амбициозная команда. Они не собираются распадаться. Они уже второй год играют в Кукмурском чемпионате. Собираются сохранить свой состав. И на самом деле перспективы у них очень крутые. Но снова ошибается. Снова ошибается и Салават с мячом. Будет подавать. Хорошая подача. Но завершающего момента опять нет. Анвар подрабатывает мяч. Решил пробить. Но удар был неточным. Будет удар от ворот. Команда Большак, как я и сказал, борется за третье место. У них вообще не было такого, что они в регулярном чемпионате боролись за чемпионство или за первые и вторые места. Обычно они всегда довольно-таки спокойно проводят регулярный чемпионат, а потом в плей-офф уже включаются, какую-то свою магию включают и иногда чудесным образом побеждают соперников, играя вторым номером, владея там, не знаю, 20% владения мячом у них может быть в течение игры. Но несмотря на это, каким-то чудо-образом они находят моменты и забивают. Вот опять момент. Булат будет бить. Булат Гайфудинов забивает свой мяч, о котором я вам уже говорил. Очень хорошо реализует свои моменты. Очень цепкий игрок. И пока на самом деле не очень зубасто выглядит Yelkin. Нужно им собраться. Не хватает им на самом деле вот лидера команды. Он бы сейчас, конечно, накричал или подбодрил бы всех ребят. Не хватает им. Итак, счет 2-0. Пока ничего, конечно, неожиданного.
Но я говорю, у Ялкына есть подходы, они могут забить, а Большак тем временем может расслабиться. Вот уже на фланге мы можем это наблюдать. Цепкий молодой игрок против 17 номера. 17 номера чуть-чуть ошибся, но тут же исправил свою ошибку. И спокойный выход из обороны показывает Ялкын. Владеет мячом. Редко на самом деле в кукмурском футболе увидишь игру снизу. Тут судья не увидел офсайда. Снова выбивает мяч вратарь. Там тяжело на самом деле игроку на острие Рамису Шакирову играть против двух высоких защитников. Тем более линия защиты у Большака очень надежная. Как раз таки за счет этой линии защиты и за счет контратакующих своих действий они и забивают голы в важных матчах. И снова момент у Большака. Снова ищет передачу. Булат Гайфудинов с мячом. Отдает под удар. Нет, какая передача. Какая передача от Анвара. Очень скрытая, очень красивая. Очень эстетично сейчас сыграл Анвар Рахматуллин. Снова выбивает мяч вратарь Ялкын. Очень часто мы это начали наблюдать. Подходы хоть есть, но опасных моментов пока нет. Тяжело приходится Рамису Шакирову на острие атаки. Очень на общем плане видно, что есть разрывы между линией защиты и линией нападения. Центра полузащиты как будто бы нет. Из-за этих разрывов как раз-таки Большак пользуется этим. И очень много пустого пространства. Спокойно они из-за этого выходят из обороны. Но вот сейчас не смогли. Сейчас шанс провести свою атаку команде Ялкын. Ошибка в подработке. И будет бросать аут команда Большак. Ну, как я и сказал, вот в плей-офф Большак включается и каким-то чудесным образом они выигрывают своих соперников. Поэтому кукмурский чемпионат на самом деле относительно сильный других чемпионатов, там, тюлечинских. Богатый Сабы играет в плей-офф. Команда из Шамардана играет в плей-офф традиционно, но в этом году, к сожалению, их нет. В этом году дополнительно будут играть еще команды из Балтасей. И таким образом в плей-офф команда кукмурские команды всегда выглядят очень ярко, красиво и всегда занимают обязательно призовые места и зачастую даже побеждают. Большак в своей истории, конечно, по-моему, побеждал в Кубке Мухаммедшина. У них очень богатая история, как я и говорил. Это уже легендарная команда. У них есть какая-то своя особенность. Они очень спокойно, хладнокровно всегда играют. У них нет лишних эмоций. Такие хладнокровные убийцы. Свои моменты они забивают, а играть соперникам не дают. И в защите играют очень надежно. Поэтому команда, как я и сказал, уникальная в своем роде. Всегда этот коллектив один из лидеров кукмурского чемпионата. Это соперничество между Большаком, Степана Разина, Нурбаян. Оно всегда актуально, и в этом году оно тоже актуально. Плюс еще в борьбу там включились команда Кукмурские валенки. Они сейчас вот, по-моему, уже гарантировали себе второе место в чемпионате. Поэтому сегодня вы наблюдаете матч сильных команд, сильных и амбициозных команд. Конечно, опыт сегодня против амбиций, это точно. Пока довольно-таки спокойно все, никаких опасных моментов. Снова подача в сторону ворот Ялкын. Вот теперь Ялкын будет спокойно пытаться выходить из обороны снизу. Очень аккуратно, но тут же Анвар Рахматуллин забирает мяч. И теперь Большак будет свою атаку конструировать. Но тут же очень хорошо играет Шафигуллин Тагир в обороне. Булат Гайфудинов успокаивает пока матч и отдает назад. Ну, Большаку никуда спешить не надо. Счет уже 2-0. По сути, Ялкыну сейчас надо забивать.
а Большаку больше владеть мячом. Игроки команды Yelken хоть и молодые, но скорее всего они уже под конец устанут бегать за мячом. Бегать за мячом без мяча — это всегда тяжело, всегда тяжелее, чем с мячом. Поэтому все правильно делает команда Большак. С мячом сейчас Рамзиль Садрудинов, если я не ошибаюсь, с фамилией. Но прическу я его точно не перепутаю. И вот Вадим с мячом, тоже очень техничный игрок команды Yelken. Можно бить, по-моему. Решил пробить. Номер 11 команды Yelken. Неплохой удар, но Инсаф Музафаров на месте. Борьба на втором этаже. Выигрывает ее Тагир Шафигуллин, но аут будет выбрасывать команда Большак. Пока нет опасных моментов. Счет позволяет Большаку это делать, успокаивать матч. Но надеюсь, мы еще сегодня увидим немало красивых голов. И надеюсь, что какая-то хоть интрига создастся. Поэтому никуда не уходите. И делитесь этой трансляцией. Трансляции еще будут. Сегодня в 17:40 будет трансляция матча между командой Большак и Кукмара-Бабай. Нурбаян и Кукмара-Бабай. Тем временем Булат Гайфудинов забивает второй свой гол и делает дубль. Счет становится 3-0. К сожалению, не слишком эмоционально я комментирую эти моменты, потому что они возникают из ниоткуда и очень легко пропускает команда Yelken. Хотелось бы быть, конечно, чуть-чуть эмоциональней, но пока Yelken никаких предпосылок к этому не дарит. Но, несмотря на это, красивый гол забивает Булат Гайфудинов, очень техничный, перекидывает вратаря команды Yelken, и сейчас команда уходит на водопой. Сегодня очень солнечная, жаркая погода. Это важно для обеих команд. Все? Чаепитие. Да, чаепитие мне тут подсказывает. Но нужно как-то собраться команде Yelken. Очень беззубо выглядят эти молодые ребята, хотя в течение чемпионата они немало огрызались и забирали очки у лидеров. И у тех команд, которых должны были забирать, они тоже забирали. Но в этом году почему-то команда собирается... Игроков собирается мало в команде. Хоть и ребята довольно-таки юные, но уже работают и чем-то занимаются. Работают вожатыми. Поэтому многих сегодня из-за этого нет. Пока вы можете наблюдать прекрасный вид на нашем стадионе. Это какой-то уникальный, на самом деле, тоже стадион. Очень красиво. Сюда можно приходить просто, чтобы насладиться атмосферой, насладиться воздухом. Вокруг лес. Играют дети. Каждый день здесь играет футбол. Стадион никогда не пустеет. Вообще все отлично. Я говорю, как будто мы находимся в Швейцарии. Ждем начала матча после водопоя. Команды Yelken пока не видно, они ушли в раздевалку. Может быть, они там как раз-таки обсудят свой план дальнейший, что им нужно менять, чтобы хоть как-то огрызнуться. Но пока предпосылок к этому вообще никаких нет. Как я вот начал говорить перед тем, как забьет Булат Гайфудинов, сегодня в 17:40 будет прямая трансляция другого матча, более интересного. Там точно будет конкуренция. Кукмара-Бабай будет играть против команды Нурбаян. О команде Нурбаян я уже сегодня говорил. Кукмара-Бабай — это команда казанская. Это казанские ребята, у которых есть какие-то корни, связанные с Кукмаром. Есть родственники здесь. Как я понимаю, есть внук, именем которого был назван этот турнир. И также стоит отметить, что есть и родственники высоких чинов Республики Татарстан, Ильсура Медшина и так далее. В общем, ребята тоже футбольные, очень жесткие. И команда Нурбаян со своей историей, которой уже, по-моему, 17 лет, тоже готова дать бой. Очень интересный будет матч, поэтому никуда не уходите. Обязательно приходите, обязательно болейте. Приходите на стадион, болейте здесь.
за кукмурскую команду. Очень интересный матч будет. Тем временем мы продолжаем. Матч снова возобновился. Очень много атак с левого фланга, вы можете, кстати, это тоже заметить, наверное. Мало было моментов, когда мяч переходил в эту сторону. Вот, смотрите, как Булат борется, отбирает мяч, хорошая подача, но на месте защитник. Вот это зря, конечно. В центр поля выбивает мяч игрок Ялкын. Хорошо, что на подборе никого не было. Рамис Шакиров, несмотря на... Хотя не сказать, что он менее рослый, чем защитник команды Большак, борется, цепляется, пытается. От него сегодня тоже многое зависит. Очень хорошая борьба в центре. Рузиль Нигматзянов отбирает мяч, отдает Рамису Шакирову. Нужно что-то придумывать самому. Поддержки мало в атаке. Серия финтов, которые ни к чему не приводят, и будет аут. Будет аут. Наконец-то Ялкын больше 30 секунд проведет на другой половине поля. Можно хоть аут подольше побросать еще. Ну вот таким образом нет. Цепляется команда Ялкын, сохраняет мяч. Можно найти подачу. Подает Вадим. По-моему, Мифтахов. Могу ошибаться. Не получается подача. Снова атака команды Большак. Опять Булат будет цепляться. В этот раз он заставил выбить в аут игрока команды Ялкын. Надежно играет защитник. Будет бросать Булат Гайфудинов. Бросает на Анвара Рахматуллина. Тот пытается обыграть, не получается. Ищет подачу Булат. Вратарь выбивает мяч. Вадим пытается выйти через пас снизу. Не получается это, поэтому выбивает мяч игроки. Вот в центре поля никого нет, о чем я и говорил. Видны разрывы в центре поля. Центральный полузащитник команды Ялкын довольно-таки глубоко смещается в оборону. Хоть это смещение в оборону пока им ничем не помогло, поэтому, мне кажется, им нужно чуть-чуть вперед уже смещаться и рисковать. Потому что счет 3-0. И терять уже нечего. Уже нужно в первом тайме забить хотя бы один гол, чтобы потом на что-то надеяться. Команда Большак очень хорошо, как я и говорил, играет в обороне. Им довольно-таки сложно забить. Поэтому любой свой момент нужно использовать. И очень спокойно Большак владеет мячом. Никуда не торопится. Вот сейчас подача от Анвара Рахматуллина. Не самые лучшие ее действия. 11 номер Нигматзянов с мячом. Выходят они очень красиво с Вадимом, но... Да, выходят, все-таки выходят. И можно создать момент. Можно. Неплохо разыграно. Довели до ворот. Но дальше мяч не прошел. Слишком компактная защита там у команды Большак. Нужно, наверное, растягивать. А чтобы растягивать, нужны игроки. И из-за того, что команда Ялкын довольно-таки сильно смещается в центр, фланговых игроков не видно. Снова Рамис Шакиров с мячом. Сегодня он, по-моему, больше всех владеет мячом в команде Ялкын. Пытаются они выстроить атаку хоть какую-нибудь втроем в одном уголке. И одного нападающего оставляет во вратарской зоне. Получится ли это? Не получается эта подача. Зав Музафаров снова на выходе очень надежно играет. Будет выбивать его на нападающего команды Большак, номер 20. Очень цепкий и борется всегда за второй этаж. Тоже некая легенда своей команды. Неплохая серия финтов. Самое главное, эта серия финтов была полезной. Перевод на 11 номера. Тот борется, пытается зацепиться, но отлично играет фланговый защитник команды Большак. И спокойный выход из обороны. Очень хорошо выходит. Анвар Рахматуллин ошибается. Хотел обыграть он. Да, фол. По крику было видно, что было больно Вадиму. И, по-моему, это вообще первый фол как будто бы в матче. Очень аккуратно играют обе команды. Может, из-за того, что эти команды как раз-таки, можно сказать, базируются в Большаке. И на уважение обе команды. Никто никого не хочет повредить, тем более перед плей-офф это никому не нужно. Ошибается в передачах
Инсаф с мячом будет бить, скорее всего. Ищет момент для удара. Бьет штанга. Автор первого гола команды Большак снова пытался размазать ворота команды Ялкын. Не получается у него это. Счет, напоминаю, уже 3-0. И пока опасных моментов со стороны Ялкын мы не видели. Но подходы хоть какие-то да есть. Самое главное, что стоит отметить в этом матче, обе команды стараются играть снизу, стараются играть тот футбол, который мы обычно видим в телевизоре, что в любительском футболе на самом деле редко увидишь. И вот несмотря, как я сказал, на молодой возраст, ребята из Ялкын тоже довольно-таки хладнокровно, спокойно стараются выходить снизу, хоть и один за другим в прессинг Большака реализуется, и они отбирают мяч, это их не пугает. Такие игры важны для таких команд, игры с более сильными, с более опытными ребятами. В перспективе это им еще очень сильно поможет. Пока ошибается на выходах, ну вот опять снизу, видите, очень хорошо вышли. И можно попробовать еще сохранить мяч. Подержать, дать каждому потрогать этот мяч, потому что правый фланг как будто бы еще не трогал у команды Ялкын. И будет вот бросать команда Большак. Анвар Рахматуллин с мячом. Хорошо подрабатывает мяч, обыгрывает одного. Ищет передачу. Отдает центр на Булата Гайфудинова. Сегодня Булат Гайфудинов, кстати говоря, играет не на острие атаки, а в центре. И очень сильный центр сегодня у команды Большак. Тот же Булат Гайфудинов, Анвар Рахматуллин, Рамзиль, номер 19. На самом деле очень сильно выглядит. Три молодых игрока в центре. И очень надежно играют. Вот сейчас Рамзиль с мячом. Очень хладнокровно обыгрывает нападающего команды Ялкын и уже ищет передачу. Для меня это первый опыт комментирования. Тоже давняя мечта уже. Наверное, многие футболисты с детства мечтают прокомментировать один матч. У меня эта мечта появилась, когда я играл в симуляторы, футбольные симуляторы. Я играл не в FIFA, а в PES. В Pro Evolution Soccer, может, кто-нибудь об этом знает. И когда ты долго играешь в эту игру, она тебе начинает надоедать, и хоть какое-то разнообразие хочется добавить. И ты начинаешь, сам не замечая этого, комментировать свой же матч. С тех пор, наверное, какая-то скрытая мечта появилась прокомментировать хотя бы один матч, и вот она, по-моему, реализуется. Поэтому тоже прошу быть не сильно строгими в отношении меня. Для меня это первый опыт. И хотелось бы быть эмоциональнее, но матч просто не позволяет быть эмоциональнее, потому что очень спокойный матч. Никаких пока... Все интриги как будто бы убиты. Вот хочется, чтобы команда Ялкын показала свои зубы, но пока не получается. Пока слишком все спокойно. Чувствуется, что у Ялкына уже нет шансов выйти в плей-офф. И для них этот матч не настолько принципиальный, как для Большака. Для них он более важный. Они борются за призовое место в Кукмурском чемпионате. И не только призовое место, чем выше они будут по итогу регулярного сезона внутри Кукмурского чемпионата, тем проще соперник попадется им в плей-офф. Это тоже очень важно. Вот, смотрите, очень хороший перевод от Рамзиля, но не догоняет, к сожалению, Салават. И снова отворот. Сегодня, на самом деле, вот, как я и говорил, по-моему, Рамис Шакиров больше всего владеет мячом у команды Ялкын и вратарь. Тем, что раз за разом ему приходится выбивать этот мяч или отдавать передачу. Не выходит мяч. Ой, какой выход. Ой, как красиво сейчас Нигмазянов сыграл. Очень эстетичный момент. В очко проходит
мяч и пытается пробить Нигматянов. Тоже неплохая попытка. Хорошая атака с хорошим быстрым выходом получилась. И будет аут бросать Вадим Мифтахов. Или не Мифтахов, вот я не знаю, честное слово. Тоже пытается закрутить, но сошел мяч с ноги. Неплохо, но хотя бы удары мы начали видеть. Хотя бы Инсафу Музафарову приходится вот сейчас за мячом бегать. Может, он хоть так устанет сегодня. Других пока подходов у Ялкын нет. На самом деле стоит еще отметить, что у команды Ялкын не самый основной состав сейчас на поле. Как я и сказал, вот лидера атаки нет. Нет также Инсафа Ибрагимова, Анвара Гилязова. Тоже очень техничные игроки. Нет Руслана Баймакова. То есть то, что я называю их фамилией, это уже говорит о том, что это ребята, которые хоть что-то из себя представляют. Поэтому нет сегодня основного состава у команды Ялкын. Не собрались они сегодня на этот матч. А напротив, Большак сегодня собрался вообще полностью. По-моему, у них вся команда, все игроки здесь. И это конец первого тайма. Пришла пора нам отдохнуть. Никуда не уходите. Продолжим во втором тайме.
Итак, ждем свистка ко второму тайму. Мне тут сказали, что у команды Ялкын будет... Да, вот я вижу уже. Команда Ялкын усиление. Усиление в лице Ильнура Фазылова, о котором я вам говорил. Оказывается, он в заявке в команду Ялкын. Вот тренер команды, играющий тренер получается. В центре поля в синей форме выделяется, чтобы был различимый, чтобы на него, если что, не вскрикнули игроки команды свои молодые ребята. Поэтому от этого матч на самом деле становится более интересным, потому что Ильнур Фазылов — это, без капли скромности, один из лучших полузащитников, центральных полузащитников, получается, Кукмурского чемпионата. Ну, точно в тройку лучших он входит. Это просто тоже некая легенда Кукмурского чемпионата, можно сказать, и это явное усиление. То, чего не хватало в центре, думаю, он сейчас возместит, компенсирует. От этого, от того, что он вышел, и команда Большак как будто стала более серьезнее. Бросал Гайфуддинов Булат. Аут. Торопится Булат Гайфуддинов. Это вообще сейчас им не нужно. Они спокойно могут владеть мячом снизу. И команда Ялкын будет пытаться снизу выходить. У них сейчас есть хороший игрок в центре. Поэтому, мне кажется, это хорошая возможность для того, чтобы сохранять мяч и пытаться двигать его снизу вперед. Анвар Рахматуллин в простую стеночку сейчас они сыгрались с номером 6 с команды Большака. Отправляет назад мяч на флангового защитника команды Большак Анвар Рахматуллин. Это уже становится тем самым похоже на российский футбол, когда мяч все время почему-то идет назад, а не вперед. Нигматзянов взял мяч. Чуть-чуть медленно он, на самом деле, сейчас разобрался с этим моментом, потому что затормозил атаку, и команда Большак уже... Смотрите, всей команды они на своей половине поля. Очень серьезно они относятся к этому матчу. Стоит это тоже отметить. Несмотря на то, что счет уже 3-0, они всей командой вот сейчас сели в оборону, и некий автобус, похожий на Жозе Мауриневский автобус, они выстроили и не дают просто никак пройти. Весь центр они заняли. Посмотрите просто, сколько игроков в желтых футболках в центре находилось несколько секунд назад. Смотри, борется на фланге. И, по-моему, сохраняет мяч команда Ялкын и будет вбрасывать. Вот теперь команда Ялкын на половине поля соперников. И там уже можно что-нибудь придумать, можно подать. Ильнур Фазылов открывается. Подрабатывает мяч очень спокойно. Стоит, кстати, отметить, что после аутов у команды Ялкын не всегда получалось сохранить мяч, и мяч обычно уходил далеко от игрока. А тут вот, видите, уже какой-то плюс от Ильнура Фазылова. Булат Гайфуддинов тут как тут. Он всегда в нужном месте, в нужное время отдает, казалось бы, своевременную передачу, но ничего не получилось. Очень хорошо сыграл защитник. Снова Ильнур Фазылов с мячом. Смотрите, не отдает, находит фол. Тоже, кстати, стоит вот отметить команда Большака и вообще воспитанники Большака, они всегда умеют падать при контактах. Это тоже часть футбола, это не в упрек команде, не в упрек игрокам, это нужно уметь делать, и вот команда Большак это умеет делать. И учитывая то, что у нас в Кукмаре, к сожалению, не самое стандартное поле, оно меньше по размерам, и играют все те же 22 человека и бегают за одним мячом, как обычно говорят наши родители. Это заставляет фалить и играть в контактный футбол. И Большак это понимает, Большак это знает и умеет падать, умеет зарабатывать фолы. Это одна из их хороших сторон, которая как бы не нервировала команду соперников, но является важной частью. И вот Рамзель Садрудинов. Ой, какой он передачу нашел скрытную. Казалось бы, будет бить. Очень красивый момент от Рамзеля Садрудинова. Вот о чем я и говорил. Умеют падать игроки Большака. И здесь хотел найти пенальти. Но такие моменты так оцениваться, конечно, не будут.
Взяли его там два игрока и запрессинговали, и не дали ничего создать Булату. Ему ничего не оставалось, как падать и пытаться искать хотя бы фол. Но вот опять ошибка. Довольно-таки глупая ошибка сейчас была. Но все хорошо. Все хорошо. Нигматзянов подстраховал своего игрока. И снова снизу. Снова попытка выйти снизу. Спокойно. Но чувствуется. Вот вы сейчас можете наблюдать, как защитная линия довольно-таки далеко находится от линии центральных полузащитников. Вот. Ильнур Фазылов делает все правильно. Он садится ближе к защитникам и пытается разыгрывать мяч оттуда. Эти разрывы на самом деле вообще не играют в пользу команде Yılkın. Так, момент. Ильдус борется номер 10. И вратарь снова с мячом. Вадим с мячом. Будет искать передачу. Не самая лучшая передача, но мяч хотя бы идет вперед. Вот тут ошибка. Тут нужно ловить на ошибки. Нужно сначала подработать мяч. Снова серия финтов. Неплохо на самом деле. Не сказать, что бесполезные финты. Финты, они в первую очередь нужны не для себя, не для своей команды. Они должны работать против соперника. Для того, чтобы улучшить позицию. Для того, чтобы открыть, может быть, своего напарника и так далее. А тут, вот как я и говорил, полезные финты, не впустую он это делает. Это очень важно. И аут будет бросать команда Большака. Хороший прессинг был сейчас от Yılkın'а, и не дали они выйти. И может вот сейчас им стоит продолжить делать то же самое, потому что счет 3-0 и нечего терять. Сил у них должно быть предостаточно. Команда молодая. Нужно пытаться зацепиться за любой момент. Хорошо цепляется сейчас. Центральный защитник пришел до центра полузащиты. И сохранил мяч для своей команды. Ой, вот это неудобно было от Ильнура Фазылова. Как будто проверяет он своих подопечных. Как он их научил подрабатывать тяжелые мячи на тренировках. Но все хорошо закончилось. И хорошая атака может быть. Рузиль с мячом. Наверное, лишняя попытка сейчас была обыграть. Надо было найти передачу. Индивидуальные действия тут точно не помогут. Очень компактно играет Большак. И найти свободную зону, чтобы обыграть, выйти под ударную позицию довольно-таки сложно. И вот можно заметить, что когда Yılkın играет в передаче, у них что-то да получается. Инсаф снова с мячом. Напомню, что это автор первого гола. Может быть, автор победного гола, если команда Yılkın ничем не ответит. Ильдус с мячом, зацепился за мяч. Руками себе пытается помогать. Ну, довольно-таки спокойно играет Мухаммед. Прозвище у него Мухаммед, как я знаю. Тоже очень цепкий центральный защитник. Для молодого футболиста это очень хорошая игра. Попытка Рамзиля пробить. Ой, что делает там вратарь? Интересно. Вот хоть что-то интересное добавил со стороны команды Yılkın вратарь сейчас своей игрой. Вот сейчас может наказать Анвар. Рахматуллин бил поворотом. Вратарь вышел из ворот, но на ошибки поймать не удалось. И снова мы будем наблюдать, как вратарь команды Yılkın будет выбивать мяч. Чаще всего сегодня мы видели именно это. Интересно было бы еще ввести статистику матчей. Вот теперь у нас есть трансляции матчей в Кукмарском чемпионате, наконец-то. Хотя этому турниру уже очень много лет, очень много интересного здесь происходило. Каждый год здесь просто какой-то фестиваль, особенно в полуфинальные и финальные матчи. Здесь приезжают, как я говорил, люди высоких чинов. И всегда праздник футбола, праздник спорта, объединение районов. Футбол на самом деле очень хорошо выполняет эту функцию. И самое главное, что это все происходит в Кукмаре, что очень круто, на нашем прекрасном стадионе. Не перестану говорить о самых лучших видах. Сейчас ошибается Ильнур Фазылов. Анвар Рахматуллин пытается выйти из-под опеки двух игроков. Не получается это у него. Несмотря на это, Большак остается с мячом и будет готовить свою атаку. Надежно играет Мухаммед.
Стоит и его отметить в команде Ялкын. В защитной линии это просто убийца, лидер, якорь. И все он там сжирает. Хорошую игру показывает, очень качественно. Рамис Шакиров пытается через пас выйти. Хорошо это получается, на самом деле. Вот сейчас можно перевести на фланг, там свободно. Сразу 2-3 человека бегут на Вадима. Останавливает. Хорошо остановил. Все правильно делал. Ой-ой-ой, какая контратака у команды Большак. Выход 3 в 1 там был. Ильдус сейчас должен догнать и подать или найти кого-нибудь. Пытается он обыграть. Но я говорю, там Мухаммед, там Мухаммед. Ой, как он хорош. Не дает он ничего сделать. Еще зарабатывает фол и сохраняет мяч команде Ялкын. Прекрасно. Прекрасно отыграно. Замены у команды Большак. Я знаю имена игроков. Салават сейчас садится на замену. Выходит вместо него Адель. Номер 25. Который может и на ворота встать, может и на поле сыграть. Но на воротах, как я хочу сразу отметить, не стоят, а тоже играют. Против меня сейчас все вратари мира пойдут. Они не любят, когда о них так говорят. Большак спокойно готовит новую атаку, и теперь можно опять пробить, что и делает Инсаф. Неплохо сегодня Инсаф, на самом деле все его удары точные, все его удары опасные. Очень качественно проводит матч, ничего лишнего он не делает, никаких лишних потерь. В целом для Большака это не самая сложная игра. Поэтому они чаще всего владеют мячом. Как я и говорил, это для них не характерно в играх с лидерами. Вот тут игра была рукой. Судья так не считает. Судья так не считает. Он считает, что это была опорная рука. Не каждая рука является фолом. Это тоже стоит отметить. В этом случае судья посчитал, что это была рука опорная. Поэтому не дал. Но, как мне кажется, вот с этого ракурса казалось, что эта рука еще не была опорной, и до земли она еще не коснулась. Поэтому, скорее всего, там все-таки была рука. И это был бы фол, который сорвал бы хорошую контратаку. Но судья так не считает. Булат Гайфуддинов бежит за мячом. Работает команда Большак. Несмотря на то, что счет 3-0, они продолжают идти вперед, не останавливаются. Чего на самом деле... Чего не хватает команде Ялкын? Как будто бы Большаку нужно забить 3, а не команде Ялкын. Как будто Большак проигрывает 3-0. Но, скорее всего, опыт и уровень игроков команды Большак решает, и очень сложно против них тягаться. И какую-то дизмораль ловит команда Ялкын. Момент за моментом, подбор за подбором выигрывает Большак. Это очень сложно, на самом деле. Переживается любой командой. Единственное, что можно отметить, линия защиты неплохо играет у команды Ялкын. Нападение ничего пока не создает. Центр полузащиты, хоть и был усилен Ильнуром Фазыловым, ничего сверхъестественного тоже не делает. Ну, стоит сказать, что Ильнур Фазылов, он весь сезон не играл. Всегда был, по-моему, в роли тренера. На выходе играет вратарь. Ошибается, по-моему, и Анвар, наверное, надо было бить. Надо было, наверное, бить. Восклицает команда Большака из-за решения Анвара. Снова Инсаф бьет. Очень мелко играет сейчас Большак, поэтому не смогли они создать опасного момента. Рамис Шакиров цепляется за мяч. Не отдает пока его никому, но ему нужна помощь. Ему нужно помочь. Его уже 3 человека прессингуют, и это приводит к тому, что он ошибается в передаче. Он подустал, наверное, уже. Вратарь с мячом будет выбивать. Там нужно зацепиться. Рузиль Нигматзянов не смог зацепиться за мяч. Мяч, по-моему, пришел уже к нему, но не тут-то было. Очень важно уметь
подрабатывать мяч, чего сейчас не хватает команде Илкин. Ну, еще команда молодая, все еще придет. Очень техничный игрок сейчас, номер 17 на левом фланге пытается вывести из равновесия нападающего. Смотрите, ну нет прессинга, к сожалению, со стороны команды Илкин. Я говорю, как будто им не нужно забивать совсем. Сейчас бы выдернуться, рискнуть, но так считаю только я, по-моему. Ошибается Ильнур Фазылов. Пытается брать на себя игру. Возможно, один мяч что-нибудь да поменяет. Возможно, нужно забить. Но пока предпосылок нет. И видно было, что этот перевод пойдет. Но Мухаммед на месте. Аут будет бросать этой команды Большака. Какой удар, какой удар! Ой-ой-ой. С трудом справился сейчас вратарь. Мяч вилял. Хорошо попал сейчас Булат Гайфудинов. И мог быть красивый гол. И как будто вратарь даже этого не ожидал. Поэтому отбивал вообще одной рукой. Вот такие неожиданные удары тоже делает Большак. На самом деле Большаку тоже важно забить побольше, потому что разница мячей, она считается на этом турнире. И, наверное, Большак из-за этого продолжает идти вперед, продолжает переть, не останавливается, не меняет всех своих игроков, не выпускает игроков в замену, чтобы больше забить, чтобы сделать разницу мячей и самим не пропустить. Очень серьезно играет Большак. Видно было, что собирается перевод делать Булат. Было там открывание. По-моему, судья поднял флажок, что был офсайд, но главный судья на это не отреагировал. И у нас снова водопой. Ну, 45-я минута, наверное, уже матча. К этому моменту можно сделать какие-то выводы. Неутешительно для команды Илкин, потому что пока, как я весь матч говорил, они выглядят довольно-таки без зуба. А Большак хорошо себя проявляет. Давайте чуть-чуть отдохнем и насладимся нашим стадионом. Ой, бля.
Продолжается второй тайм матча Большак-Ялкын. Меня тут исправляют и говорят, что я как будто не так озвучиваю команду Ялкын. Я на самом деле на русский лад ее озвучиваю, Ялкын. На татарском это, конечно, будет Ялкын. Тоже довольно-таки сложно говорить Ялкын, но приходится. Все-таки на русском языке ведем трансляцию. И мы продолжаем второй тайм. Остается там буквально 15 минут, наверное. Ильнур Фазылов с мячом. Ищет Вадима. Вадим отдает на Рамиса Шакирова. Тот ставит корпус, будет пытаться обыграть. Но слишком глубоко ушел в угол. И снова заново будет пытаться строить атаку команда Ялкын. И тут же фол зарабатывает игрок команды Ялкын. Ильнур Фазылов будет исполнять. Возможно, даже будет бить. На самом деле, интересно, какое решение примет. Мало рослых игроков у команды Ялкын, и подавать довольно-таки как будто бы бесполезно, но есть центральный защитник, который вполне мог бы сейчас побороться, но не получилось. Пытался остановить левый защитник команды Ялкын мяч, не получилось. Анвар Ахматуллин неплохо подрабатывает мяч. Несколько движений. И снова он с мячом, снова он сохраняет мяч. Ищет игрока в центре своего, но приходится отдавать назад. Неплохой перевод на левый фланг. Попытка построить атаку отсюда. Отказывается от нее номер 14 и снова отдает назад. Ну, это довольно-таки скучный уже футбол, когда 3 подряд передачи идут центральному защитнику, который играет последнего защитника почти на своей вратарской. Мы ждем чего-нибудь интересного. Счет 3-0. Может быть, мы еще увидим какие-то красивые голы. Возможно, мы увидим гол от Ялкына, который что-нибудь да поменяет. Ну, пока что есть, то есть. Ошибка в передаче. Снова снизу. Вот здесь не хватает игрока на фланге. Слишком далеко уходит номер 11. Наверное, стоит сыграть поближе. Вот опять. Вот как раз таки о чем я и говорил. Из-за того, что не было предложения для Мухаммеда, он ошибся в передаче. И мяч остается у Большака. Анвар совершенно спокойно. Сейчас будет искать перевод. Неплохой перевод, очень хороший. Догоняет Адель. Останавливает мяч. Инсаф с мячом снова. Хороший удар. Инсаф каждый свой удар превращает в опасный момент. Стоит это отметить. Сейчас стоит отметить, наверное, постараться отметить всех игроков обеих команд. И потом на эту трансляцию еще смотреть. И думаю, они все хотят, чтобы про них что-нибудь сказали. Если есть такая возможность, я обязательно стараюсь это делать. Про команду Ялкын еще стоит тоже рассказать чего-нибудь. Эта команда всегда играет вместе. Весь год они играют в мини-футбол. И у них довольно-таки хорошо налаженные контакты, связки, так сказать, футбольные. Они хорошо понимают друг друга. Но опять-таки из-за того, что сейчас играет не основной состав, выглядят они как-то расхлябанно. А так, играют они в мини-футбол, добиваются успехов. Вот как раз-таки играющий тренер сейчас Ильнур Фазылов их тренирует. И неплохо у них получается. В мини-футбол они точно играют намного лучше, чем сегодня. Они играют в большой футбол. Довольно-таки симпатичная у них, кстати, форма. Любая черная форма, она выглядит красиво.
Но, как я знаю, по моим инсайдам, команда Илкин собирается поменять форму, поменять даже эмблему свою. А команда Большак играет естественных для себя. Вот раньше они играли в зеленом, сейчас они в желтом. О, какая плохая попытка сейчас удара. Вспоминается анекдот про Дзюбу, по-моему. Дзюба подходит к 11-метровой точке, бьет пенальти. Аут. Вот такая. Вот так я решил разбавить эту прямую трансляцию. Не хватает интересных моментов, приходится чего-то самому добавлять. Это получается еще хуже. Так, я говорил про форму. Вадим отбирает мяч. Ну, никого нет, чтобы помочь. Ну, неплохой удар на самом деле. Хорошо, очень хорошо получилось. Сам отобрал, сам для себя создал момент и сам пробил. Неожиданный момент, и мяч уходит рядом со штангой. Да, про форму я говорил. Для Большака форма раньше была зеленая, очень узнаваемая. Сейчас это желтая форма, тоже очень узнаваемая. Если даже там приходит человек, который первый раз приходит на этот стадион, если видит команду в желтой форме, то первое предположение это команда Большака, наверное. Ой-ой-ой, сейчас что центральный защитник команды Илкин не ошибся. Приходится его так выбивать. Тут как тут игроки команды Большак. Хорошо оставляет мяч у себя Рамис Шакиров. Пытается серией финтов уйти вперед, но не получается это у него. Но мяч сохранил. Отдал напарнику. Мяч двигается вперед. Неплохо. Ой, а тут не было ли пенальти? Да, как спокойно товарищ судья ставит пенальти. Совершенно безэмоционально. Как будто что-то обыденное, как будто именно в этот момент должно было что-то случиться. Должны были поставить пенальти в сторону Большака, все по сценарию. Ну, посмотрим, кто будет бить. Вот тут с бровки подсказывает, чтобы Ильнур Фазылов, который сам это пенальти заработал, сам его и пробил. Посмотрим, что он решит. Но он, по-моему, собирается отдать. Да, небольшая шутка сейчас от играющего тренера. По-моему, запрессинговали, и сейчас, наоборот, сложнее ему будет забить этот гол, но посмотрим. Так, удар. Не тут-то было. Очень грустно, на самом деле, все это сейчас выглядело. Музафаров прочитал момент и отбил пенальти, и гола все-таки нет. Была возможность зацепиться хоть за что-то. Ой-ой-ой, еще один пенальти, нет? Не очень уверенно боковой сейчас тряс своим флажком. Не убедил он главную судью поставить еще один пенальти сразу. Редко такое бывает, что два подряд одинаковых момента рассуживаются как пенальти. И поставить было бы, конечно, сейчас абсурдно. И было бы еще курьезнее, если бы вторым ударом тот же игрок не забил. Было бы хоть какое-то шоу. Ну, какие-то моменты начали появляться у команды Илкин. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с усталостью. Ну, нужно, конечно, сказать, что серию замен провели игроки команды Большак. Общую картину, кажется, что это не испортило. Снова попытка, молодцы. Вот сейчас неплохо. Вот сейчас уже что-то интересное. Хоть какие-то моменты. Хоть как-то нужно запомнить команду Илкин нашим зрителям, потому что опасный момент сейчас, я молчу из-за этого. Ничем он не заканчивается. Анвар Пали не отдавал. Ой, Рамзиль Садрудинов готовит удар и забивает. Забивает Рамзиль. Это тот самый человек, который пригласил меня прокомментировать матч их команды. Поздравляю его. Его идеально круглое лицо сейчас посмотрело в камеру, и мы его запомнили. Номер 19, Рамзиль Садрудинов. Большой привет ему. По-моему, вратарь ошибся в этом моменте, мог надежнее сыграть. 4-0 счет, Ильнур Фазылов уже жонглирует и пытается создать хоть какое-то шоу, знает, что его снимают.
попадет в какие-нибудь хайлайты, возможно. Но вместо этого он фалит. Инсаф номер 15 с мячом. Хорошая передача. И будет угловой. На самом деле, не знаю, уже может команде Большак самим себе забить, потому что Елкын пока ничего не может сделать против команды Большак. Ильнур Фазылов не зря вышел на поле, это тоже стоит отметить, он заработал пенальти. Вот этот пенальти в итоге оказался совершенно бесполезным. И конец матча. Итоговый счет 4-0. Хороший матч, довольно-таки качественная игра со стороны команды Большак. Елкын хоть и выглядел довольно-таки без зуба, но парни не с основным составом старались, пытались хоть что-то сделать. И на чистом уважении заканчивается этот матч 4-0. Авторы голов номер 15 Инсаф первый гол забил. Булат Гайфудинов сделал дубль. И 4-й гол Рамзиль Садрудинов. Гвоздь в крышку гроба. Спасибо большое за эту трансляцию. С вами был Ильсаф Галимзянов. Я не представился в начале матча, представлюсь хоть в конце. Игрок команды Нурбаян. И еще раз говорю, не уходите никуда. В 17:40 будет еще матч команды Нурбаян с командой Кукмара Бабай. Приходите на стадион, чтобы болеть. И обязательно смотрите прямую трансляцию, болейте за кукмурскую команду. Кукмара Бабай — это, конечно, казанская команда отчасти. Все, спасибо большое.